Дорогие братья и сестры, салам алейкум, у меня хорошая новость. Не успели мы запланировать очередное благое дело, как о нем узнали уже по всему Дагестану, по всему Кавказу, да и по всей России, поскольку я сейчас говорю о наших братьях-цахурах, о жителях Цахурской долины на юге Дагестана и о всей цахурской общине, которая расселена по нашей огромной стране. Так вот, речь идет о том, что в цахурской среде обсуждается наш новый проект, масштабный документальный фильм, посвященный уникальному историческому памятнику университету Ан-Низамия в Цахуре, который был основан в 1075 году великим визирем Низам-уль-Мульком во времена Аббасидского халифата и Сельджукского султаната. И этот университет Ан-Низамия является первым университетом на территории России, первым высшим учебным заведением. Вы понимаете, на всю огромную страну первый университет находится в маленьком селении на юге Дагестана. Хотя в средние века Цахур был крупным городом в горах, Шагар, Цахур, и был столицей средневекового государства Лагз, почти на отрогах главного Кавказского хребта. Так вот, в чем уникальность проекта? Я процитирую вам недавнее исследование университета Оксфорда, которое они выложили в сеть, в котором они перечисляют первые университеты вообще всего нашего мира. Итак, первым в списке значится университет Зайтуны в Тунисе, который был основан в 737 году. Это первые десятилетия, первые века расцвета исламской цивилизации. Следующий университет в списке Оксфорда – это университет в Марокко, 859 год. На третьем месте стоит университет Аль-Азхар аш-Шариф в Египте, 972 год. И вот после этого восходит на небосклоне исламской цивилизации звезда университетов Ан-Низамия, потому что головной университет Ан-Низамия был основан Низам-уль-Мульком в правлении аббасидов и возвышении Сельджукского султаната. Он был основан в городе Багдад, который являлся столицей аббасидского халифата и назывался Мадинатус-Салям, еще одно название Багдада, город мира, град мира. Этот университет, головной университет Ан-Низамия, был основан в 1065 году. После этого Низам-уль-Мульк основывает целую сеть, целую серию университетов. 12 университетов в этой золотой цепи Ан-Низамии было по всему исламскому миру, начиная от самых восточных пределов исламского государства на тот момент и заканчивая Цахуром. Почему Цахур? Почему один из влиятельнейших политиков исламского мира, Низам-уль-Мульк, обращает внимание на далекий Цахур, лежащий на самых-самых западных границах мусульманских владений? Какую роль сыграл Цахур? Мы хотим провести масштабное документальное исследование, и я уже договорился с послом Ирака в Москве о том, что посольство окажет максимальное содействие в организации съемок в самом Багдаде, откуда славная история университетов Ан-Низамия начиналась, и где собрались светлейшие умы того времени. Имам Аль-Харамейн был такой ученый, который стоял у истоков. Затем Абу Исхак аш-Ширази, Абу Хамид аль-Газали, светлейшие умы той эпохи взялись за учреждение этой цепи университетов и заложили в основу университетского образования уникальную методику, которая привела к расцвету университетского образования по всему исламскому миру, а потом была заимствована западными университетами, благодаря чему они и возвысились. Так вот, далее продолжаем по списку. 1065 год. Учреждение университета Ан-Низамия в Багдаде. В 1075 году уже был основан, через 10 лет после Багдада, основан университет в Цахуре, университет Ан-Низамия. И только после этого мы видим в списке появление европейских университетов. Знаменитейший Болонский университет в Италии был основан только в 1088 году. И, наконец, легендарный Оксфордский университет только в 1096 году. Вы понимаете, университет Ан-Низамия в Цахуре стоит впереди Болонского университета, университета Оксфорда и всех остальных университетов
западного мира. Этот уникальнейший факт истории долгое время был сокрыт от нас, мы о нем не знали, и ни в одном учебнике истории школьной программы вы об этом не прочитаете. Нам приходится поднимать древнейшие пласты, поднимать архивы, страницы истории, которые от нас долгое время скрывали или не обращали на них внимания, не исследовали, поскольку считали не столь значимыми. Но наше поколение имеет уникальный шанс поднять эти пласты на общероссийский уровень, рассказать об этом университете всем жителям нашей страны, рассказать об этом всему остальному мусульманскому миру, чтобы там узнали о далеком Цахуре, находящемся в самых суровых условиях дагестанского высокогорья, узнать, какую роль сыграл Цахур в истории всего исламского мира. Так вот, у каждого из нас есть уникальный шанс внести посильный вклад в съемки этого масштабного проекта, вписать свои имена в историю своего народа, своей республики, своей страны. И я вас уверяю, вот этот фильм, который мы сейчас снимем, он еще долгие десятилетия, он будет служить маяком для наших детей, для подрастающего поколения, для будущих поколений. Через 10, 15, 20, 50 лет к нему будут обращаться как к учебному пособию, как к документальному свидетельству о том, какого уровня достигали наши предки в следовании истине и в получении образования и в развитии всей исламской цивилизации. Пусть Аллах Всевышний поможет всем нам, пусть воздаст всем тем братьям, которые оказывают содействие, и до скорых встреч на презентации самого фильма. Кстати, о ходе съемок я буду рассказывать фактически в прямом эфире на моих страницах в YouTube и в Instagram. Следите. До скорых встреч, братья и сестры. Салам алейкум. Подпишитесь на этот канал и ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до 1000 новых зрителей.